После пожара, произошедшего в мае этого года во второй Сухумской школе, более 1000 учащихся были распределены по 2 учебным заведениям столицы. В настоящее время дети вернулись в родную школу и продолжили учебу в прежнем режиме в 2 смены. Однако нескольким классам в связи с нехваткой кабинетов приходится заниматься в 3-й смене. В школе уже работает столовая, а уроки физкультуры до завершения ремонта спортзала будут проходить во дворе. 4 ноября, вот вторую четверть мы начали уже здесь. Мы располагались в школе Альфа, начальная школа вся была. Там приходилось 4 класса вообще были в 3 смены, занимались. Родителям, конечно, очень сложно было, потому что там даже подвести к этой школе детей довольно проблематично. А с 5 по 11 мы 2 смены занимались в очно-заочной школе. Тоже там условия. Здание совершенно без ремонта. Как вы видите, дети с радостью вернулись, во-первых, в свою родную школу, а во-вторых, условия, конечно, здесь гораздо лучше. Зданию второй Сухумской школы более 100 лет. Оно является архитектурным памятником. В результате пожара сгорела почти вся крыша, а от воды при тушении пострадали учебные классы, кабинеты и мебель. На данный момент большая часть школы уже отремонтирована, но восстановительные работы административного корпуса здания, в котором также располагаются учебные классы, продолжаются. Кроме того, после окончания всех работ в школе появятся и новейшие системы видеонаблюдения и пожаротушения. В сегодняшний момент у нас готово, если это так можно назвать, поскольку готово мы будем считать все, когда будет готово. Но на сегодняшний момент готовы у нас 2 корпуса. Это корпус А и корпус Б. Мы проводили в них работы в сжатые кратчайшие сроки. Мы понимали, что нужно было запустить детей, поэтому работы в них шли, так скажем, ускоренно. У нас остался не готовый пока еще один корпус, так называемый главный корпус, это старый корпус, в котором мы ведем работы. Рассчитываем мы закончить все работы до конца нынешнего года. Учащиеся педагоги не скрывают своей радости от того, что вернулись в уютные и отремонтированные стены родной школы. Мы ждали, когда перейдем в свою школу, потому что, во-первых, мы ее очень любим, во-вторых, было очень больно смотреть на то, как она сгорела, и условия в той школе были не настолько хорошими, как в нашей школе, и после ремонта она выглядит замечательно. Все-таки это наш родной дом, и хотелось быстрее сюда перейти. За ходом ремонтных работ и возобновлением образовательного процесса во второй школе наблюдает Министерство просвещения Абхазии. Согласно всем стандартам идет процесс восстановления. Все нарекания, которые были ранее к этой школе, к самому зданию, были устранены. Соответственно, качество классов и оборудования значительно повысилось. Осталось практически закончить внутренние работы по 1 корпусу. Поступает оборудование учебное. То есть, в принципе, каких-то сложностей нету. Все вопросы носят такой административный характер, решаются оперативно. Ремонтно-восстановительные работы во второй Сухумской средней школе проводятся за счет средств резервного фонда президента Абхазии. Эсма Голанзе, Инала Гухав, Абхазское телевидение.